Доброе утро, уважаемые телезрители! С этого года мы начинаем цикл передач, посвященных столетию Якутской АССР. И первая наша тема посвящена образованию Якутской ССР, а именно в каких условиях это происходило. Все это происходило, конечно, в условиях гражданской войны, и, безусловно, в ее условиях решение национально-государственных вопросов было очень затруднено. Сибирский Ревком принимает решение упразднить статус Якутской области и придать ей статус района. Вот такие моменты были. На что, конечно же, местное руководство в лице уполномоченного Сибревкома по Якутской области Максим Кирович Амосов выразил протест, направил соответствующие письма в адрес самого Сибревкома и Емельяна Ярославского, который тогда был членом Сибирского бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. Уже в следующем месяце, в мае, после того, как эти протесты были получены, было принято решение сохранить частичную самостоятельность Якутской области, но с оговоркой на то, что некоторые ключевые вопросы, они все-таки останутся за Иркутской губернией. Затем же, уже в августе 2020 года было принято решение, что Якутии все-таки стоит наделить статус самостоятельной губернии, но это все-таки не отражало интересы реальные, поэтому уже в 2021 году был поставлен вопрос о том, что на базе Якутской губернии необходимо создать Якутскую автономную республику. В ходе участия делегатов съезда РКПБ, в том числе которых был в том числе и Максим Кирович Амосов, возвращаясь в Якутск, они приняли участие, посвященном именно вопросам предоставления автономии в Сибирском бюро ЦК РКПБ, на котором мнения разделились, потому что часть делегатов считала что предоставление автономии для Якутии преждевременно, часть считала что если автономию не предоставлять, это является нарушением вообще принципов советской власти, особенно тех решений прошедшего 10-го съезда, касающихся национально-государственного строительства. Затем у нас, из-за того, что мнения разделились, Сиббюро принимает решение передать вопрос об автономии в адрес ЦК РКПБ, то есть в Москву, где этот вопрос обсуждался до января 2022 года. В это же время шли различные споры и в самой будущей республике, именно в Якутии, по поводу автономии. И, наконец, в январе 1922 года Наркомат национальностей одобрил решение предоставить Якутии автономию. И после того, как это решение было утверждено Политбюро ЦК РКПБ, а именно лично Владимиром Ильичем Лениным, было принято решение о том, что Якутия все-таки будет автономной республикой. Соответствующие документы были подготовлены в течение февраля месяца. Было издано постановление в ЦИК, и затем уже в апреле 1922 года, а именно 27 апреля, у нас, наконец, Якутия получает статус автономной республики.